Центральный Кавказ, Горная Осетия. Здесь, на территории Иравского района, расположен национальный парк Алания, один из самых молодых в России. Выбор этого места для национального парка далеко не случайен. Большое значение имел тот факт, что с этим краем связаны судьбы многих поколений осетинского народа, берущего свое начало со времен скифо-сармато-аланской цивилизации. Эта древняя земля хранит свидетельство его многовековой борьбы за выживание. Напором монголо-татарских завоевателей предки современных осетин были вынуждены отступить высоко в горы. Тогда погибло огромное количество людей, часть народа была обращена в рабство и угнана из страны. Многие дети стали сиротами. Фольклорная память народа сохранила образ матери-спасительницы, единственной женщины, чудом избежавшей гибели во времена нашествия на Аланию всемогущего Тимура. Собрала она сирот, подобно стаду барашек. Ночью и днем охраняла их от дикого зверя и недуга. Перевела их через Дегурский перевал и поселилась в Задолеске. Выкормила их плодами и растениями. Когда выросли сироты, окрепли, основали они села. Так сохранился осетинский народ, гласит народное сказание. Имя этой простой женщины не сохранилось в памяти поколений, и ее стали называть просто Задолескина, мать из Задолеска. В народном сознании она стала святой. В честь ее подвига в селе открыли музейный комплекс, а каждую третью субботу июля отмечают праздник ее имени. Каменная стела, установленная около пещеры, где она укрывалась со своими детьми, уже много веков напоминает жителям и туристам о подвиге этой святой женщины. Помимо решения задач по обустройству, парки охраняются не только природные ландшафты, но и археологические и исторические памятники, образ жизни и культурные ценности людей, живущих в границах парка. Для подрастающего поколения организовываются экскурсии к древним святилищам, к историческим местам, к жилым постройкам и памятникам природы, где знакомят молодых людей с историей родного края на реальных фактах пребывания на земле своих предков. Национальный парк Алания был создан в 1998 году.
Он призван охранять и изучать уникальные природные комплексы, пропагандировать экологический туризм и экологическое просвещение. К сожалению, уже пришло время объяснять посетителям парка прописные истины о поведении человека на природе вообще и в национальном парке в частности. Путешествуя, познаем и изучаем. Этот принцип положен в организацию экскурсий. С древнейших времен в Осетии почитались и охранялись природные памятники, поляны, священные рощи, отдельные урочища, пещеры. Эти объекты являются не только реликтовыми островками коренной растительности, но и хранилищем генофонда редких видов растений и животных. Так, природоохранительная функция национального парка стала продолжением этой древней традиции. В свое время горы Осетии стали своеобразной колыбелью возрождения народа. На альпийских лугах косили сено, пасли скот. В горах было мало удобной земли, к ней относились бережно и хорошо ее обрабатывали. Погода в горах подвержена резким переменам. Это обстоятельство всегда осложняло людям жизнь. Поэтому горцы считают урожай удачным, если он успел созреть, если его не смыло ливнем, если его не уничтожило градом, и если, наконец, собранный урожай хотя бы в 4 раза превышает количество посеянных семян. Осадки в горах почти всегда вызывают нежелательные последствия. Зимой сходят снежные лавины, а в период ливневых дождей наступает очередь оползней, камнепадов и селей. Человек научился строить свои дома и поселения в наименее опасных местах. Тем не менее, стихия до сих пор представляет серьезную угрозу для его жизни. В вопросе безопасной жизнедеятельности немаловажную роль играет наука. На основе систематических наблюдений и мирового опыта
исследователи вырабатывают рекомендации по организации противоселевых заграждений. В частности, ученые Московского государственного университета имени Ломоносова каждый год приезжают в национальный парк и на месте обсуждают проблемные участки его территории. Плодотворное сотрудничество связывает директора парка Марата Гациева и руководителя экспедиции МГУ Сергея Черноморца. Системное организованное наблюдение за природными явлениями на территории национального парка Алания делает прогнозы и рекомендации ученых более эффективными, особенно если к этому процессу привлекаются современные технологии. Прибор называется логгер, температурный датчик или там автоматический термограф еще говорят. Он записывает температуру через каждые 4 часа в течение нескольких лет. Мы его сейчас здесь оставим и будем, соответственно, измерять температуру. Через год, скажем, придем, спишем эти данные, и будет график температуры почвы. Вот такая маленькая микросхема будет большой метеорологической станцией. Ждем, пока появятся спутники в зоне видимости. На табло показано количество спутников, которые попадают в зоне покрытия которых находится сейчас навигатор, и с какой погрешностью мы можем определить местонахождение. Обширные леса, которыми покрыты склоны гор, прекрасны и разнообразны. Они составляют значительную часть общей площади парка. Это хвойные породы, буко-грабовые леса, можжевеловые рощи. Обширную площадь занимают альпийские и субальпийские леса с лекарственными, съедобными, медоносными и декоративными растениями. 41 вид растений, произрастающих в парке, занесены в Красную книгу. Все это должно быть доступно для посетителей парка, но в то же время не должно наносить ущерб экологии. Это предмет особой заботы сотрудников парка и ученых. В национальном парке мы занимаемся разными сценариями развития рекреационной деятельности парка, которые будут способствовать и сохранению хозяйствования в парке традиционного культурного ландшафта, потому что сейчас традиционный ландшафт очень изменяется, зарастают пастбища, естественно. И как будут дальше развиваться эти процессы в ландшафте, это тоже сфера наших интересов и то, над чем мы работаем вместе с сотрудниками парка. А что касается экологических троп, мы работали над этой проблемой в районе Пинежского, в Пинежском заповеднике, делали в такой буферной зоне систему экологических троп, историко-культурных троп, и поэтому здесь опять-таки нам интересно адаптировать наши наработки на горный регион. 7 экологических троп парка уже сделаны, и мы работаем над 6 экологическими тропами такой историко-культурной направленности. Для парка это очень важно, потому что экологические тропы, они позволяют, не нарушая охраняемых зон, все-таки показывать людям какие-то очень интересные участки парка, как-то вести экологическое образование и просвещение. Если в первом году мы изучали экологические маршруты и описывали их, на втором году природно-исторические, как вторая составляющая рекреационного потенциала конкретно этого парка, и очень отличается он этим сильно, что у него исторические объекты от 13 века и далее, как говорится, то есть и они очень, их много, они хорошо сохранились, правда, большая их часть находится, или значительная часть их находится в охранной зоне, то есть вне самой границы национального парка. Но, тем не менее, национальный парк имеет право, это его охранная зона, и использовать их для туризма тоже. То в этом году мы уже решили посмотреть,
какими силами все это можно делать? Хотят ли люди, чтобы здесь развивался национальный парк, местные жители, которые имеют на это право, хотеть или не хотеть? Не национальный парк, а туризм, чтобы развивался. И такой вопрос тоже в нашем опросе. Мы в основном старались не бумажки им показывать, а опрос именно, беседовать с ними. Первый год у меня было немножко более тоскливое такое ощущение после этого, потому что казалось, что очень сложно в этих условиях что-то сделать такое, чтобы... Ну, я не только по этому сужу парку. Здесь вот буквально через перевал Кабардино-Балкария. У них есть свой национальный парк Приоберусский, который гораздо старше, но дела... Я не буду сравнивать, лучше или хуже, но я знаю, что очень тяжело идут дела. Но, тем не менее, уже потихонечку вот появился, допустим, сейчас, 2 года назад, здесь новая база. Пожалуй, это единственная сейчас такая здесь турбаза, которая принимает только туристов, никаких ни школьников, ни дачников, как говорится, никого. И развивается именно вот по-новому. И даже сам факт, я почему об этом упомянула, именно об этом, не только потому, что нам там понравилось, но еще и потому, что это говорит о возрождении территории туризма для бизнеса и туристического, и поэтому, хотя бы поэтому можно считать, что дело будет, так сказать, вперед идти, не к идеалу, конечно, но в смысле на пути к идеалу, оно вот начинается сейчас. В 1992 году в Рио-де-Жанейро на международной конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Конвенция по биоразнообразию. Это решение связано с тем, что воздействие человека на окружающую природную среду привели к сокращению генофонда живых организмов на Земле. Проще говоря, хищническая деятельность человека во всех уголках нашей планеты зашла так далеко, что пришлось ограничить, а в отдельных случаях и запретить все виды такой деятельности уже на уровне ООН. Наиболее эффективной мерой по сохранению генофонда живых организмов на нашей планете является организация охраняемых природных территорий. В национальном парке Алания все мировые природоохранительные проблемы представлены в миниатюре, и своевременность принятия такого решения ООН уже приносит свои плоды. Наглядная демонстрация всего разнообразия живой природы в этом высокогорном уголке и в достаточно густо населенном районе России при выполнении определенных условий может стать привлекательным примером успешного решения и мировых проблем. Биосфера национального парка Алания из-за относительной труднодоступности менее всего пострадала от деятельности человека. Здесь еще сохранилась первозданная природа и памятники древней истории осетинского народа. Изначально, с момента подписания распоряжения о создании парка, его администрация исходит из того, что охране подлежат не только природные ландшафты, флора и фауна, но и исторические памятники, образ жизни и культурные ценности людей, живущих в границах национального парка. В далеком прошлом горцы были вынуждены решать проблемы, далекие от вопросов охраны природы. Спасаясь от частых вражеских набегов, они строили неприступные укрепления.
С каждым из них связана фамильная легенда. Во время очередного вражеского нашествия семья из 7 братьев и 3 сестер держала долгую осаду в этой неприступной башне. Отчаявшись, враг перекрыл им доступ к воде. Но сестры ночью тайком все же спускались к ручью. Однажды их выследили, схватили и стали пытать. Не добившись от них тайны входа в башню, враги убили всех 3 сестер. И тут разгневались боги, и началась страшная гроза, и обрушила она огромную скалу на головы захватчиков. А 3 памятника с тех пор стоят как символ верности и подвига 3 сестер. Неподалеку от этого места находится одно из самых почитаемых святилищ на территории парка – Дигорий Ижет, ангел Дигорий. Сюда на праздник собираются люди со всех ущелий, чтобы всем миром обратиться в молитве к богам и попросить у них благословения. Охотничьи трофеи и останки жертвенных животных уже много лет бережно хранятся здесь, как и оригинальные поделки из кожи, дерева и металла, которые благодарные паломники изготавливают специально для этого святилища. Горы в национальном парке – настоящая сокровищница водопадов. Особенно красивы они в зимнее время. С наступлением весны замерзшие водопады просыпаются вместе с природой. По мере таяния ледников они постепенно увеличиваются в размерах, достигая максимума к концу лета. Водопадов, больших и малых, много на территории парка, и они всегда привлекают к себе внимание людей своей неповторимостью и величием. Ледник Караугум самый крупный в Осетии. Длина его превышает 13 километров. От него берет свое начало бурная река Караугумдон. Ледник покрыт широкими и глубокими трещинами, которые представляют большую опасность для человека. Восхождение и переходы здесь осуществляются только в сопровождении опытных проводников. В охранной зоне национального парка Алания, к счастью, сохранилось много исторических памятников в уникальном природном оформлении. Но современность все активнее внедряется в этот девственный мир, который достался человеку от его предков. Все сильнее становится противоречие между прогрессом и окружающей средой.
Для того, чтобы остановить этот процесс, деятельность человека должна стать экологичной. Только при этом условии возможно его дальнейшее существование в гармонии с природой. Либо люди начнут жить по законам природы, либо природа останется без людей. А пока современники должны хранить это богатство и передать его в достойном виде своим потомкам. Северные склоны главного Кавказского хребта, Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания. В 1957 году здесь начал работу государственный заповедник. С этого момента вопросы охраны окружающей среды стали предметом внимания со стороны государства. Так случилось, что человек слишком долго называл себя царем природы. Переломным моментом в изменении этого заблуждения стала ситуация, при которой возникла реальная угроза его существованию. В результате стали приниматься законы, в соответствии с которыми были организованы специальные природоохранительные структуры, заказники, национальные парки, заповедники. Все реки, протекающие через заповедник, берут свое начало от больших и малых ледников, число которых достигает 76. Подпитываясь водой из многочисленных родников и подземных источников, горные реки постепенно набирают силу и превращаются в бурные потоки, которые несут с собой обломки скальных пород, песок и размывают берега. Склоны, покрытые густой растительностью, в свою очередь способствуют процессу накопления влаги после обильных дождей и снегопадов. Возникает парадокс. С одной стороны, обильная растительность предохраняет горные склоны от оползней и селей, а с другой, почва, присыщаясь влагой, сама подпитывает речные потоки. В 20 веке окончательно оформились серьезные глобальные противоречия между научно-техническим прогрессом и окружающей средой, между экономическим ростом и населением.
между населением и окружающей средой. Были сделаны выводы о том, как и почему возникла биосфера, по каким законам она развивается, как зависит от этих законов человек. Это обстоятельство и определило основные принципы природоохранительных структур. В частности, заповедник должен стать эталоном нетронутой природы. Во-вторых, осуществлять непрерывное наблюдение за процессами, которые происходят в естественной среде. Конечно, приоритетом является первая функция, то есть заповедник – это эталон нетронутой природы. Через территорию заповедника проходит старинная перевальная военно-осетинская дорога, ныне Транскавказская автомагистраль. Наряду с важнейшей стратегической функцией, обеспечивающей связь с Южным Кавказом и Ближним Востоком, эта дорога не может не оказывать отрицательного влияния на должную сохранность заповедных мест. Интенсивность автомобильного движения, строительство новых объектов сильно воздействует на растительный и животный мир. Но об этом речь впереди. А пока скажем, что по этой живописной дороге можно в кратчайший срок попасть в заповедный уголок Осетии Цейское ущелье. Благодаря целебному микроклимату Цей уже многие годы привлекает немало известных людей и просто любителей горного отдыха. Вот и опять между сосен открылась картина. Путь к небесам, что стенами из камня зажат. Здесь на рассвет золотые взирают вершины, и ледники, как замерзшее небо, лежат. Этот в белых снегах горнолыжный лицей, панацея от наших несчастий. Мы не верим словам, но в альпалаге лицей все мы счастливы были отчасти. Этот в белых... Песня «Отцы» Юрия Визбора, написанная поэтом в 1984 году, стала своеобразным гимном для этой колыбели отечественного туризма и альпинизма для многих поколений любителей бардовской песни. Отличительной особенностью Цея является большое количество солнечных дней, мягкая и тихая зима, своя особая энергетика. Здесь можно ходить к ледникам и водопадам, получать целительный горный загар, собирать бруснику, чернику, малину, грибы. Любители походов могут совершать восхождения на соседние вершины и ходить на экскурсии к местным достопримечательностям. Совсем не случайно здесь в 60-е годы был построен специальный комплекс «Орбита», где подзаряжались живители энергии этого места несколько поколений космонавтов. Тогда же в Осетию пришел горнолыжный спорт. Со временем были построены специальные трассы, подъемники, спортивные базы. Включение цейского заказника в состав Северо-Осетинского государственного заповедника во многом помогло уберечь этот памятник природы от разрушения. Эти кадры кинохроники были сняты в далекие 60-е годы. В Осетии зубр исчез в XVIII веке и отсутствовал в течение 2 веков. Лишь в середине 60-х годов прошлого столетия на территорию Цейского ущелья было завезено 47 зубров Кавказско-Беловежской линии,
которые стали основой стада. Кстати, уже в новом веке, в 2010 году, оно пополнилось еще 10 особями. В настоящее время это самая крупная группа чистокровных кавказско-беловежских зубров. Это красивое и мощное животное стало одним из символов Кавказа. Восстановление его популяции в регионе станет основой стабильности популяции зубров на Земле. На территории Северо-Снинского заповедника зафиксировано более 300 видов зверей и птиц. 2/3 его площади – это скалы, ледники, каменистые осыпи, альпийские луга. 1/3 составляют леса. Из 200 видов растений немало занесенных в Красную книгу. Усилия сотрудников заповедника по соблюдению строгих правил поведения в природоохранной зоне приносят свои плоды. К примеру, увеличивается поголовье торов. Количество этих редких животных увеличивается с каждым годом, но, как и прежде, и звери, и человек зачастую бессильны перед стихией. Мощное воздействие стихии на окружающую среду с каждым годом возрастает. Лавины, сели, камнепады, разливы бурных горных рек наносят серьезный ущерб заповеднику. Сметаются деревья, кустарники, нарушается целостность травяного покрова. Но зачастую эти проявления стихии провоцируются деятельностью человека. К примеру, трудно сейчас представить характер изменений, которые произойдут в природном комплексе заповедника в связи с появлением на его территории водохранилища каскада Зарамакских ГЭС. В противостоянии экономических интересов и усилий природоохранителей предпочтение было отдано первому, а рукотворное озеро в горах стало дополнительной краской на полотнах с горными пейзажами.
Северо-Остинского государственного заповедника и в его охранной зоне много исторических мест и памятников культуры. Здесь сохранились оборонительные и культовые сооружения, памятники знаменитой кубанской культуры, обнаружены следы древних разработок полиметаллических руд. До сих пор стоят средневековые каменные башни и крепости. В них укрывались от нашествия свирепых захватчиков древние предки современных осетин Аланы. В результате усилий природоохранителей, ученых, а также ценителей народных традиций стало возможным сохранить их для наших потомков. Среди древностей Осетии особое место занимает Рекум. Оно уникально тем, что построено не из традиционного для горной Осетии камня, а из дерева. С давних времен вся территория Цейского ущелья считалась заповедной зоной Иварт-Рекум, которая объединяла более десятка святилищ и мест молений. Во многом сохранение первозданного облика ущелья стало возможным благодаря многолетним народным традициям. Каждый год на праздник Рекум сюда стекаются паломники, чтобы поклониться этому святому месту. Мамисон. Это слово стало популярным после того, как правительством нашей страны было решено создать в этом ущелье международный горнолыжный курорт. Он имеет все возможности, чтобы стать самой крупной на Северном Кавказе горно-рекреационной зоной. Это отличный район для альпинизма, горного туризма, дельта и парапланеризма, конных и пеших походов. Новый курорт может одновременно обслуживать 10-15 тысяч человек. Будет создано около 3000 рабочих мест, и как следствие возникнут благоприятные условия для возвращения населения в покинутые горные районы. В свою очередь, это приведет к развитию высокогорного аграрного сектора и всей инфраструктуры региона. Очень важно, что опасения и предложения природоохранительных структур полностью учтены проектировщиками. Программный подход к созданию курорта должен обеспечить в будущем исполнение обязательств по охране окружающей среды, мониторингу ее состояния и соблюдению норм антропогенной нагрузки. Туризм и альпинизм не отвергаются природоохранителями, потому что эти виды отдыха ближе знакомят человека с природой, а значит и способствуют распространению идей охраны окружающей среды. Но все же заповедник нужен для другого. Ведь это дом для животных и растений. И часто не просто дом, а гарантия на выживание.
Горы Северо-Остинского заповедника опутаны плотной сетью рек, родников, ручьев и водопадов. А высотные Недогородинские водопады выделяются среди мировых аналогов не только своей грандиозностью, но и характерными особенностями. Питаясь водой из разных источников, некоторые из этих 15 водопадов то исчезают, то появляются вновь. Особую силу они набирают во время интенсивного таяния ледников, а с наступлением холодов заметно уменьшаются. Во Франции на горных лугах вывешивают своеобразное обращение цветов к отдыхающим. Не рвите нас. Сорвав, вы нас тотчас убиваете и не даете нам произвести потомство. Цветы. Возможно, кому-то такое обращение покажется наивным, но представьте себе землю, лишенную травы и цветов, листьев на деревьях, пения птиц. Это была бы картина умирания не только природы, но и человека, его неотъемлемой части. Поэт Расул Гамзатов писал: «Нет фальши в песнях облаков и вод, деревьев, трав и каждой твари Божьей. Все в мире голосом своим поет, на голоса другие не похожи». В наше время совсем непросто сохранять природу среди интенсивно развивающихся территорий. Потерять же их очень просто, раз и навсегда. Судьба Северо-Остинского государственного заповедника, как, впрочем, и многих других, полностью зависит от нашей экологической грамотности. Еще не поздно на всех уровнях принять дополнительные меры к сохранению этого уникального островка дикой природы. Сохранению не на бумаге, а в действительности. Природа не должна страдать от нашей неразумной деятельности. Таким должен стать девиз человечества в новом тысячелетии.